Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем уфимский разворот. Это я вот пока один сегодня. Меня зовут Руслан Валиев, и я же за звукорежиссерским пультом на данный час. Но так или иначе, у нас сегодня разворот должен состояться, нам есть о чем поговорить, поэтому несколько слов о том, какой у нас план. В первой части я почитаю прессу, мы послушаем фрагмент, даже не фрагмент, по сути, а целиком выступление Радия Хабирова. Вчера вечером, даже почти ночью уже, в соцсетях был распространен ролик, где он объясняет вот эту вот историю с подачей иска по поводу доли акций БСК в руках государства, которая, как известно, была в том или ином виде размыта в период с 2007 по 2013 годы. История имеет свое продолжение, и уже и иск подан, соответственно, в арбитражный суд, и дата даже заседания назначена, и глава республики вот прокомментировал как раз это дело для того, чтобы всем было понятно. Так что мы послушаем его выступление, поголосуем мы на эту тему, а вторая часть эфира будет посвящена следующей точке кипения, которая возникла на карте республики. Буквально вот не успели остыть страсти вокруг Куштау. Жители Зауралья, Абделиловского района, протестуют против геологоразведки у себя в районе русской медной компании. В общем, и ситуация уже в минувшие выходные успела накалиться, довольно много людей там собралось. Кстати, на эту тему также мы почитаем сегодня в обзоре прессы. Вот. А во второй части сначала мы пообщаемся с представителями граждан, жителей, которые протестуют против этой самой разработки, а потом поговорим с вице-президентом по экологической и промышленной безопасности русской медной компании Натальей Гончар. Она, соответственно, точку зрения самой компании озвучит и ответит на те вопросы, которые уже сейчас задают жители и общественность. Таким образом, экологический протест у нас в республике, хотим мы того или нет, набрал обороты, и, наверное, в этой ситуации все-таки стоит отнестись к этим во всем протестам, но чуть более внимательно, что ли, не так легкомысленно, как может показаться на первый взгляд. То есть желание и умение отстаивать свои права — это, конечно, замечательно. История с Куштау, просто, наверное, не имеет эту историю смысла как-то критиковать, что ли, да. Но мы же все-таки говорим о том, что и жить надо дальше, и работать надо, и, в общем, инвестиции привлекать. Поэтому вот историю с медной компанией мы все-таки будем стараться разбирать в деталях. И, к счастью, вот сейчас есть такая возможность. То есть люди готовы идти на диалог с самого начала. И это, кстати говоря, само по себе наверняка уже очень хороший урок, который преподнес нам кейс с Шиханом Куштау, когда действительно никто не хотел ни с кем не разговаривать, и только лишь вот сейчас все это вошло в публичное пространство, и все готовы говорить там на уровне президента России даже. Так вот, если почитать прессу, то первый материал «Правды ПФО» как раз по поводу иска. Значит, иск Генеральной прокуратуры об истребовании акций башкирской содовой компании из незаконного владения, такова формулировка этого иска, он будет рассмотрен 14 октября в арбитражном суде. Судьей назначена Лариса Салиева, следует из информации в картотеке арбитражных дел. 31 августа, то бишь вчера, она определила, что иск Генпрокуратуры об истребовании акций из незаконного владения будет рассмотрен. Ответчиками выступают Башкирская химия, акционерное общество, которое владеет 57% акций БСК, региональный фонд находится в собственности Башкортостана и контролирует 38% акций, те самые 38, о которых мы все говорим, а также торговый дом «Башкирская химия». Салиева, судья, постановила привлечь к участию в деле третье лицо. Его наименование в материалах дела не раскрывается, но речь может идти о правительстве Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров заявил, что регион направил соответствующее заявление в арбитраж, а затем в Следственный комитет России. Вот, и приводится цитата главы республики, которую мы чуть позже послушаем. Ну что ж, таким образом, как мы видим с вами, история далеко шире, чем просто история с Шиханом Куштау, который все-таки мы считаем, что нам удалось отстоять. И мы — это жители республики, я имею в виду. Хотя, конечно, документов пока нет. Но надо сказать, что вот уже сегодня, завтра, 2 сентября, в Москве при Общественной палате Российской Федерации будет большой круглый стол, куда приглашены представители науки, промышленности. Как раз-таки этот круглый стол будет заточен под изучение вопроса о предании Куштау и вообще всей территории Шиханов статусов. А вот каких именно статусов? Это, кстати, вопрос еще
дискуссионный. Я вот даже сам вижу, есть среди защитников пока нет четкого понимания, а какой из статусов самым хорошим будет, да. То есть особо охраняемая природная территория, как выясняется, это, в общем, такое широкое довольно понятие. Есть понятие национальный парк, в конце концов, существует понятие заповедника даже, да, где вообще ничего невозможно делать. Поэтому здесь предстоит все-таки определенный разговор и дискуссия. Вот. А что касается собственности, то уже и критические замечания, конечно, пошли. А не рейдерский ли это захват? Почему, в общем, раньше нельзя было этим заняться без доведения ситуации до крайней точки? Ну, думаю, что, как говорится, нам как минимум придется за этим следить, и есть о чем говорить и о чем вам рассказывать. Почитаю еще, что пишут о других темах. Важная история. В Идель-Реалиях нам, значит, напоминается. Уфимская двадцатка. В Верховном суде России продолжились прения сторон. Это то самое дело уголовное и очень большое, по которому 20 молодых людей из республики были приговорены к очень большим срокам заключения за участие в запрещенной России организации «Хизб ut-Тахрир». Видеоролик по поводу этих ребят и этой организации, кстати говоря, лег в основу одного из уголовных дел Айрата Дильмухаметова. И за как раз этот ролик ему вменили уже, и суд вынес решение об оправдании и пропаганде даже терроризма, хотя в этом ролике он говорил о том, что не стоит вступать в эту организацию. Что касается статьи, вот 31 августа вчера в Верховном суде шли прения. Подсудимые изложили свои доводы, свою позицию, заявили, что приговор незаконен и не обоснован. По словам адвоката Светланы Заводцовой, приговор подлежит отмене, поскольку было много процессуальных нарушений. Защищает ребят известный адвокат Карина Москаленко. Она сейчас находится в Страсбурге и не может присутствовать на заседании из-за ситуации с коронавирусом. И в перерыве провела консультацию осужденных с помощью видеоконференц-связи. Ее цитата. «Ужас всей ситуации заключается в том, что осуждают на 24 года за некриминальные действия», заявила она. По словам, в свою очередь, Заводцовой, решение Верховного суда России от 4 февраля 2003 года о признании организации террористической, кстати, об этом решении Верховного суда тот же Дильмухаметов в своем ролике рассуждал. Так вот, это решение не было официально опубликовано в соответствии с законодательством. Таким образом, решение 3 года не может иметь преюдициального значения ни в одном из дел, а действия осужденных не являются ни уголовно, ни административно наказуемыми. Ну, то есть, как я это понимаю, решение о признании организации было, опубликовано не было. Люди, которые хотели как-то сочувствовать этой организации и, более того, в нее вступать, могли не знать о том, что организация признана таковой, раз решение не опубликовано. Поэтому само по себе их вступление туда, по мнению адвокатов, не является никаким, не то что нарушением и преступлением, соответственно, не является. А раз уж они ничего такого конкретного с точки зрения там терроризма не сделали, то, в общем, они ни в чем не виноваты. Кстати, логика в этих словах абсолютная, мне кажется. Если в Европейском суде удастся доказать, что официального опубликования решения суда не было, то будет установлено нарушение статьи 7 Конвенции о защите прав человека на оказание исключительно на основании закона. Также будет изменена практика суда по делам запрещенной в России организации «Хизб ut-Тахрир», надеются адвокаты. Ну, слушайте, если вот это все-таки удастся сделать, и решение суда, Европейского суда по правам человека Россия примет, хотя сейчас мы знаем, да, у нас есть поправки в Конституцию, которые позволяют нам этого не делать, тогда, конечно, есть надежда на пересмотр целого ряда дел, и вот этих ребят, и еще более 200, насколько я понимаю, по стране таких дел есть, и того же Айрата Дильмухаметова, который на эту тему снял ролик и получил в общей сложности 9 лет колонии строгого режима. Материал Идель-Реалии еще раз на эту тему, пожалуйста, посмотрите. Это важная история, несмотря на то, что она очень крайне неактивно, что ли, освещается в средствах массовой информации. Практически никто об этом не говорит. По поводу того схода граждан, что состоялся в Абзелиловском районе, многие СМИ написали, вот в частности про Уфу, о том, что, значит, на этом мероприятии в выходные освистали единороссов. Люди скандировали «Уходи», называется статья. Значит, мероприятие было 30 августа, как мы уже сказали. Граждане выступали против геологоразведки на хребте Крык-Тау. Значит, компанией, которая входит в группу «Русская медная компания». К людям вышли депутат, значит, Курултая от «Единой России» Гульнур Кульцарина, а позже депутат Госдумы России, также от «Единой России», Зариф Байгускаров. И вот по данным издания, да и по ролику, который здесь опубликован, не удалось им полноценно, скажем, пообщаться с людьми на этом мероприятии.
На слова «не надо поднимать восстание» Гульнур Кульсариной публика отреагировала негативно, поднялся такой гул недовольный, и, в общем, люди потребовали того, чтобы она ушла. Интересная деталь отмечает про Уфу. Кульсарина выложила после пост в Инстаграме. В комментарии при этом она к этому посту закрыла, но, в общем, высказала все то в этом посте своим текстом, что не захотел слушать народ. Делает вывод про Уфу. Здесь целый, значит, большой абзац. И, в общем, вывод Кульсариной о том, что она готова войти в состав Совета и представлять интересы населения. Видимо, вот в этих самых переговорах, которые потенциально могут случиться по этому вопросу. Что и, наверное, должно все-таки случиться, потому что надо искать компромисс. Вот этот вот потребительский или в данном случае экологический экстремизм, что ли, наверное, все-таки неуместен в этой ситуации. Хотя слышать нужно друг друга обязательно. Медиакурсеть о том, как в правительстве Башкирии ведут выступления на башкирском языке. Увидел я заголовок, посмотрел, что это было вчера на оперативке, оказывается, и тут же вспомнил недавнюю встречу защитников Куштау с Радием Хабировым, когда Урал Байбулатов сначала вот это вот свой текст, который некоторые назвали даже ультиматумом. Ну, по сути, список требований активистов сначала зачитал на башкирском языке, таком замечательном башкирском литературном, а потом на русском. Видимо, обратили внимание на это в Белом доме и решили все-таки взять за практику, чтобы чиновники, хотя бы владеющие башкирским языком, иногда выступали хотя бы отчасти на башкирском языке. Ну и доводится здесь информация, что те, кто не понимают по понятным причинам, ущемлены не будут, потому что организован будет синхронный перевод, и для этого все технические возможности есть и знания соответствующие есть. Ну а сегодня, друзья, у нас 1 сентября, лето позади, впереди осень и начало нового учебного года, поэтому многие СМИ пишут также и об этом, в частности, Медиакурсеть о проблемных местах на карте школ республики. У нас ведь как принято к учебному году, да и вообще по всем праздникам принято показывать репортажи о том, как открываются школы, как перерезаются ленточки, и все это выглядит красиво. Ну что ж, наверное, это есть, нет сомнений. Но есть еще и другая сторона медали, то есть не везде школы строятся. Есть долгострой, которые там с 2009 года висят, и их уже даже достроить нельзя по старым планам, потому что стандарты с тех пор изменились. Вот, например, о школе Вахлебинина, недалеко от Уфы, как раз-таки такая ситуация. И вот про эту школу и еще про ряд объектов недостроенных, заброшенных, аварийных Медиакурсеть пишет. И проблема, кстати говоря, если так посмотреть, она вовсе не выдуманная и не высосанная из пальца. Иной раз в деревнях огромное количество людей, особенно в деревнях, близких к Уфе, количество населения растет, а количество мест в школах не увеличивается, потому что никто ничего достроить не пытается и не... Ну, по крайней мере, не строит. Я уж не знаю, не пытается или пытается. Это отдельный вопрос. Вот, можете почитать об этом в Медиакурсети. Иллюстрации, видеоролики и фотографии. Все это есть. Я напомню, номер для ваших смс-ок +7 927 304 1051. Пожалуйста, присылайте свои реплики, вопросы, пожелания и все, что считаете нужным. При этом не забывайте подписываться, а также смотрите, конечно, трансляции нашего эфира в Фейсбуке и на Ютубе. Это вот все то, что я должен был сказать в начале, но из-за немножко нестандартной ситуации сегодня я об этом вам не сказал. Значит, сейчас мы с вами послушаем фрагмент вчерашнего выступления Радия Хабирова. Это был видеоролик, который распространился в социальных сетях, в телеграм-каналах поздно вечером. И в этом ролике глава республики комментирует вот тот самый иск против БСК, который призван пересмотреть итоги, не скажу приватизации, вот итоги перераспределения, скажем так, пакета акций в период слияния и поглощений, в результате чего контрольный пакет акций БСК ушел, в общем, из рук республики, и у республики осталось всего 38%. Буквально через несколько секунд послушаем.
Я действительно подтверждаю, что исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в наш арбитражный суд по поводу судьбы акции БСК поступило. В этой связи я хочу сказать, что мы по поручению президента действительно очень активно расследовали и изучали этот вопрос. И на основе наших доводов мы сегодня отправили в Арбитражный суд Республики наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющее самостоятельные исковые требования. Суть наших требований, она очень простая. Мы о них уже заявили, собственно, когда обращались и в прокуратуру. Суть такова, что мы считаем, что сделка по размытию акций соды и потери управления республикой, совершенные в 2007-2013 года, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственности республики Башкортостан. Второе, мы считаем, что в результате действий группы лиц, совершенных мошенническим образом, нанесен ущерб нашей республике в довольно серьезную сумму, 34 миллиарда рублей, мы требуем ее возмещения. Что касается суждения о том, что сода, принадлежности сода, мы считаем, что сода принадлежала всегда республиканской собственности. Если брать начало 90-х годов, 92-й, 93-й, 94-й года, она являлась собственностью нашей республики, и на это у нас есть соответствующие документы. Более того, я хочу сказать, что в развитии этой ситуации мы отправили уже заявление за моей уже подписью в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина заявление о совершении преступления группы лиц при, соответственно, неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что уведен пакет, размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике. Вот с таким обращением Ради Хабиров выступил вчера вечером, и, в общем, это стоит обсудить и стоит разобрать, и наверняка мы это будем делать еще неоднократно. Но пока я запущу голосование, и потом немножко порассуждаем. Итак, есть история со спасением Куштау. С ней, с этой историей, как бы, наверное, все понятно. И я предполагаю, смею предположить, что абсолютное большинство людей так или иначе довольно этим решением. Ну, наверное, за исключением тех, кто работает и на БСК, например, и все-таки не верит в то, что можно предприятие спасти, найдя альтернативный источник сырья. Но вот то, как история развивается дальше, как начался процесс отбора БСК у тех акционеров, которые до сих пор владели этой компанией. Тот процесс, как идет некая даже национализация, хотя мы даже, кстати говоря, не знаем, чем это все закончится. То ли акции останутся в руках там регионального фонда, то бишь республики, то ли в конце концов они будут переданы, как, например, это у нас было с Башнефтью, да, мы же знаем, что после национализации акции ушли в Роснефть. Да, это тоже госкомпания, но все-таки это именно компания, а не государство в чистом виде. То есть вот вопросы есть, да, и насколько вообще это правильно сейчас, насколько это улучшает, никак не влияет или все-таки ухудшает инвестиционный климат в нашей республике, ведь мы говорим про приток инвестиций, и стоило ли вот действительно вот так вот вопрос заворачивать? Хотя, кстати, я отмечу, что многие последовательные защитники Шиханов, например, тот же Рамиль Рахматов, наш коллега с ПроУФУ, он один из первых и наиболее громко он говорил именно об этой части вопроса. То есть, когда все говорили только о том, что нужно спасти Куштау, он всегда говорил: обратите внимание на итоги пересмотра вот этого соглашения и сделок 2013 года. Вот там собака зарыта, он говорил. Но так или иначе, вот что вы думаете? Этот процесс, который запущен главой республики, поддержан президентом России, это правильный процесс, это то, что доктор прописал. Именно вот так вот и нужно было бы поступать сейчас. 262-72-47. Если вы считаете, что это излишняя история, спасли Куштау, и ладно, работали бы дальше, потихонечку, как-то взаимодействовали бы с акционерами, наверняка они стали бы более сговорчивыми там, в плане там, перечисление дивидендов на социалку, в частности, да, ведь им это предъявили в качестве претензий. То есть плохо это. Вы считаете, что здесь больше негатива, чем позитива? 262-72-48. Здесь должна быть отбивка о том, что голосование, процесс пошел. Озвучу это от себя, процесс действительно пошел, поэтому уже звоните, уже голосуйте. 262-72-47, телефон для тех, кто поддерживает исключительно за вот это вот явление по национализации акций БСК. 262-72-47. Для тех, кто против, 262-72-48. Это телефон для тех, кто сомневается по тем или иным причинам. Так, я надеюсь, что у нас все работает. Я проверю.
все ли работает, потому что вижу, что не совсем все хорошо. Да уж, какой-то сегодня день немножко сумбурный. Начинается он, а мы с вами голосуем. Возможно, 1 число, и у нас сбой, в том числе на СМС-машине, потому что я не вижу пока ваших голосов. Вы можете написать, хоть что-то успеем прочитать. 262-72-47, номер телефона для тех, кто за национализацию, 262-72-48 для тех, кто против, и номер для смс-ок 927-304-1051. Ну да, к сожалению, я погорячился, предложив поголосовать, потому что, вот, по крайней мере, я сам дозвониться не смог. Уж простите, друзья, возможно, с этим тоже какая-то проблема, которую предстоит решить. А у нас сегодня все немножко в авральном режиме. Как я уже сказал, я один в студии и за микрофоном, и за звукорежиссерским пультом. Да, я подтверждаю, голосование, к сожалению, не идет, поэтому мы его перенесем на другой раз и обязательно проголосуем, потому что вопрос, на мой взгляд, очень важный и требует обсуждения. Ну, так или иначе, тему экозащиты, тему противостояния промышленников и населения, в данном случае отдельно взятого района Абзелиловского, мы обсудим после перерыва. Сейчас у нас будут федеральные и региональные новости. Далеко не уходите, а оставайтесь, как говорится, с нами. .30 в Москве. В студии Константин Мирошников. На Эхе новости. Всемирная организация здравоохранения предостерегла от бесконтрольной отмены карантинных мер. Резкое снятие ограничений ведет к катастрофе, предупредил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Сейчас в ряде государств, ослабивших меры против коронавируса, наблюдается вторая волна эпидемии. По его мнению, открывать границы можно только при том условии, что массовые мероприятия по-прежнему будут ограничены, а люди продолжат соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование. По подсчетам университета Джонса Хопкинса во всем мире число зараженных превысило 25 миллионов человек. Почти 850 тысяч пациентов с коронавирусом умерли. Штаб бывшего претендента на пост главы Беларуси объявил о создании новой партии «Вместе». В видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале соратников Виктора Бабарика, говорится, что главными целями политической организации станут конституционная реформа, улучшение экономики и повышение гражданской активности в стране. Бывший глава Белгазпромбанка Бабарика считался основным соперником Александра Лукашенко, но был арестован по делу о махинациях. Минобороны отвергает обвинение НАТО в нарушении датской границы российским истребителем. В сообщении военного ведомства утверждается, что Су-27 сопровождал американский бомбардировщик Б-52 над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее в Североатлантическом альянсе назвали инцидент первым в этом роде за последние годы. В НАТО считают, что он свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России. Это цитата. Су-27, добавлю, вылетал на перехват самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой. Потерпевшие по делу Михаила Ефремова просят возбудить дела на свидетелей, утверждающих, что актера не было за рулем. Адвокат Татьяна Головкина в интервью агентству ТАСС обвинила 3 человек в умышленной даче суду ложных показаний. Ранее свидетели заявили, что в момент смертельного ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении. В начале июня на Садовом кольце в Москве джип актера выехал на встречную полосу, врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Сам Ефремов в этот момент был пьян. В суде он свою вину не признал, объяснив, что ничего не помнит. Власти США разрешили Amazon доставку товаров с помощью дронов. Федеральное управление гражданской авиации выдало компании сертификат авиаперевозчика. Онлайн-ритейлер пообещал, что начнет использовать новый статус в самое ближайшее время при тестировании нового способа доставки, передает телеканал CNN. Точное время и место испытаний не называется. Amazon утверждает, что имеет испытательные центры дронов по всему миру, а ее беспилотники налетали в рамках тестов уже несколько тысяч часов. Впервые о проекте доставки товаров с помощью дронов компания заявила еще в 2013 году. Она предлагала выделить для этих целей отдельные воздушные коридоры на высоте от 60 до 120 метров. О погоде в Москве плюс 19 градусов, в городе облачно с прояснениями, давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем, по прогнозам синоптиков, до плюс 22 и преимущественно без осадков. 3, 2,
1. Реклама. Внимание! Во всех аптеках Фармленд в наличии маски, перчатки, антисептики. Подробности на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы», в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Общественная палата Российской Федерации планирует провести круглый стол по вопросу разрешения конфликта вокруг Куштау в Башкирии. Инициатором совещания на тему сохранения Куштау как особо охраняемой природной территории выступила комиссия Палаты по экологии и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба консультативно-совещательного органа. В роли модератора выступит председатель комиссии Елена Шаройкина. Мероприятие запланировано на 2 сентября. Оно пройдет в здании Общественной палаты России в Москве. В частности, члены палаты в рамках круглого стола планируют обсудить возможность придания всем существующим ныне Шиханам, Таратау, Юрактау и Куштау статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. В совещании примут участие неназванные ученые, которые представят доклад о решениях сырьевой проблемы и развитии отрасли промышленности с учетом бережного отношения к окружающей среде. Приглашения также разосланы представителям федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных экологических организаций, научного сообщества и башкирской содовой компании. Напомним, рекомендации по объединению Шиханов в единый национальный парк с приданием защитного статуса выносились и Советом по правам человека при президенте Российской Федерации. Это произошло после выездного совещания правозащитников, которое состоялось в Башкирии в марте прошлого года. Глава Башкортостана 22 августа текущего года направил письмо с предложением создать особо охраняемую природную зону регионального значения на территории горы Куштау. В качестве ответчика по делу об отъеме государственной доли в башкирской содовой компании выступает региональный фонд. Ранее Генеральная прокуратура России в результате проверки отчуждения контроля над предприятием у государства и перехода соответствующего пакета акций в частные руки выявила нарушение. Ведомство направило иск об истребовании имущества компании из незаконного владения в арбитражный суд Республики Башкортостан. По данным портала картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован судом 31 августа и находится на рассмотрении. В качестве ответчика выступает компания «Башкирская химия», которой принадлежит доля в башкирской содовой компании, торговый дом «Башкирская химия» и АО «Региональный фонд», управляющая 38% акций предприятия. В совет директоров фонда входит глава Башкортостана Ради Хабиров, руководитель его администрации Александр Сидякин, заместитель руководителя Ринат Баширов, первые заместители премьер-министра республики Андрей Назаров и Илшат Тажиддинов. Заседание суда по делу назначено на 14 октября 2020 года. Напомним, прокурорская проверка была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Он дал соответствующее поручение во время оперативного совещания в правительстве страны. Также доследственную проверку и размытие доли государства в БСК организовал Следственный комитет России. И к другим новостям. В Башкирии защитники хребта Крык-Тытау освистали представителей «Единой России». В минувшее воскресенье, 30 августа, в селе Аскарово Абзелиловского района состоялось собрание активистов, которые выступают против промышленной разработки салаватского месторождения русской медной компанией. Перед протестующими выступила председатель общества башкирских женщин Республики Башкортостан и депутат Законодательного собрания Республики от партии «Единая Россия» Гульнур Кульсарина. В начале своей речи она заявила, что находится всегда с народом и попросила не поднимать восстание. После этих слов протестующие начали выкрикивать неодобрительные лозунги и скандировать призывы покинуть собрание в адрес Гульнур Кульсариной. Позднее, после встречи, она опубликовала пост на странице в Инстаграм, в котором заявила о необходимости подойти к решению проблемы без эмоций. Далее цитата. «Здесь не нужна бессмысленная война. В истории народа восстания всегда приводили к многочисленным жертвам. Как человек, более 20 лет тому назад руководивший Республиканской службой социально-психологической реабилитации участников
участников локальных вооруженных конфликтов и боевых действий была свидетелем разрушенных городов и искалеченных судеб. Конец цитаты. Также на встрече с экозащитниками, по словам очевидцев, присутствовал депутат Госдумы от Башкирии, член фракции «Единая Россия» Зариф Байгускаров, выступление которого также вызвало негативную реакцию собравшихся. Напомним, ранее глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков направил просьбу руководству русской медной компании приостановить геологоразведку на месторождении в связи с недовольством местных жителей. После этого издание «Правда ПФО» со ссылкой на вице-президента предприятия Анну Шабанову сообщило о подтверждении прекращения работ на неопределенный срок. В Башкирии организовано авиационное патрулирование лесов из-за возникающих очагов возгорания. На территории республики сохраняется противопожарный режим, который был введен 22 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства. Для обнаружения лесных пожаров применяется авиация. С начала сезона с ее помощью было обнаружено 22 пожара на общей площади 184 гектаров. За прошлую неделю зарегистрировано 2 очага возгорания. Огонь охватил территорию в 2,7 гектаров в Зилаирском и Овзянском лесничествах. Напомним, с начала марта в Башкирии выявлено 122 лесных пожара и 697 термоточек на общей площади более 18 тысяч гектаров. И коротко о погоде. Сейчас в Уфе плюс 20, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем ожидается до 30 градусов. Весь день ясно, без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. Слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем эфир уфимского разворота на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я сегодня во второй части программы эфира заменяю Руслана Валиева, потому что он сел за звукорежиссерский пульт. Ну что ж, поработаем в таком формате. Нас ожидает 2 звонка гостям. Значит, первый звонок активистки протестного движения в Абзелиловском районе Залие Бобровой. Вот эта женщина, одна из представительниц тех местных жителей Абзелиловского района, которые протестуют против разработки салаватского месторождения русской медной компании. И второй гость у нас будет представитель русской медной компании, вице-президент по экологической и промышленной безопасности этой компании Наталья Гончар. Ну, с ней свяжемся уже после того, как поговорим с активисткой, с местной жительницей. Мы пока что звоним Залие Бобровой, но... Что я хочу сказать? На самом деле, это уже, как вы понимаете, второй конфликт подобного плана в Республике Башкортостан за последние дни. После Куштау вспыхнул этот конфликт и в Абзелиловском районе также. И с нами на связи Залия Боброва. Еще раз активистка протеста в Абзелиловском районе. Залия, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит, как выстраивается коммуникация протестующих с властями, с представителями предприятия? Вот об этом как-то поподробнее, пожалуйста. Да, можно сказать, что протестные настроения не утихают, а, наверное, только будут расти. Число активно выступающих против строительства карьера на территории около хутора Салават-Совхоз увеличивается, но местная администрация при этом, конечно, идет на разговор. Приезжали на встречу с населением и представители русской медной компании, однако какое-то окончательное решение еще не принято, только временно приостановлена деятельность предприятия. Но, конечно же, наша задача населения – это чтобы любые работы были полностью прекращены. Хорошо. Вот скажите, я, насколько знаю, глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, он, кажется, поддерживает протестующих, да, насколько я понимаю. Вот это правда или нет? Потому что он у себя в Фейсбуке тоже публиковал посты о том, что направил изначально до русской медной компании просьбу, письмо, в котором, значит, попросил приостановить эту самую разработку. Вот действительно ли администрация района выступает на стороне защитников?
Но, насколько я могу понять, глава говорит, что он вместе с народом, при этом он как бы правильно говорит, что нужно прежде всего выступать в правовом поле, чтобы не допускать каких-либо провокационных действий со стороны отчаянных голов, что называется. Но мы надеемся, что мы с ним работаем в одном русле. Хорошо. Скажите, вот меня просто лично интересует вот та ситуация вокруг горы Куштау. Скажите, она побудила каким-то образом вот жителей Абзелиловского района как раз выступить в защиту Салаватского месторождения в том числе? Или эта ситуация никак не повлияла на вас? На нас эта ситуация, конечно же, повлияла. Просто она побудила людей вот к ответственному подходу к своей территории. Потому что мы не можем сказать, ну раз вы решили, ладно, уж делайте, что вы захотели. Вот такой позиции теперь уже нет. Если мы проживаем на этой территории, теперь вот больше людей осознает, что именно мы несем ответственность за то, что будет дальше. Потому что природные условия, сама местность – это такой же экономический ресурс, как и залежи там меди или золота или других полезных ископаемых. И вот понимание этого уже как бы приходит именно после вот таких событий, как на Куштау. Залия, скажите, а приходит ли понимание, что вы являетесь также частью некого гражданского общества, и что именно общество, как бы здесь власть, так скажем, просто, да? Вот в данном случае, есть ли какая-то смелость, возникла ли в данном вопросе после того, как вы увидели разрешение конфликта на Куштау вот таким образом, который мы имеем? Да, можно сказать, теперь люди, что называется, связаны с интернетом, сведения все-таки бывают, и все. Вот эту позицию я хотела бы вот как пример привести во время одного схода, когда вот было уже сказано, что это право прописано в Конституции, право граждан на благоприятную окружающую среду и обязанность государства решать вопросы экологии. И одна женщина вышла и перед представителями компании сказала: взрывайте наши горы, но только вместе со мной, она сказала. И вот я лично тоже присоединяюсь к этому. Взрывать придется вместе со всем народом. А скажите, а не боитесь столкновений с силовиками, вот как это произошло на Куштау, когда некоторые люди получили травмы, а потом они были арестованы, многие из них отсидели административные сроки? Вот это никаким образом вас не останавливает, не пугает? Конечно, это вызывает очень серьезную озабоченность, поэтому мы, как бы вот, я и всегда говорю, прежде всего в правовом поле мы поэтому вот пишем открытые обращения, запросы делаем и хотим вот с точки зрения соблюдения закона все это делать. Конечно, мы противники этих столкновений. Не хотим допускать таких. Залия, знаете, что меня интересует в данном случае? Вот это, конечно, хорошо, да, что люди отстаивают свои права на экологическое, так скажем, благополучие. Это правильно, я считаю, это и в Конституции прописано, в принципе. Но вот что вы предлагаете в итоге делать? Разрабатывать это месторождение или вообще не разрабатывать, закрыть предприятие? Какие у вас предложения? Ну, у меня такое предложение, вот в самом начале уже были нарушения по как проектированию вот этих недр на этом участке. Но, опять же, мы и понимаем, как бы осознаем, и в законах прописано, что любую территорию нужно использовать максимально эффективно. Здесь у нас как бы такие природные условия, такие красоты, когда мы могли бы эту территорию развивать, вот, например, с точки зрения туризма, что является еще более эффективным использованием местности. Поэтому мы-то предлагаем вот альтернативу, что вместо того, чтобы добыть 10 килограмм золота, можно эту территорию использовать многолетне, развивать, например, конный туризм, там экстремальный туризм или еще другие виды деятельности, которые бы поддерживали условия жизни населения здесь тоже. Мы же не хотим куда-то эмигрировать, хотим остаться здесь, жить. Залия, я вот в данном случае выступлю как, так сказать, противник, да, ну просто это моя задача журналиста, вот и поэтому задам такой вопрос. Вот этот туристический бизнес, вы уверены, что он принесет столько же денег, сколько и приносит добыча меди?
Я в этом убеждена, потому что во всем мире туристический бизнес – это самый высокодоходный бизнес. С другой стороны, вот компания, которая приходит на разработку, она частная. И вот никаких документов не показывали, чтобы деятельность этой компании была включена в какую-нибудь программу, в государственную программу развития, например. Или вот не только туристический бизнес, но и как бы научные в целом ценности территории еще не все как бы изучены и используются. Вот, например, недавно буквально археологическая экспедиция здесь нашла такие наскальные рисунки, то есть с точки зрения исторической ценности тоже ведь эти территории представляют большой интерес. Вот так, что я хочу сказать. Хорошо. Стоянки минимум 700 лет выявлены в расщелине между скал. Это здесь расположена недалеко стоянка Урта-Тюбе, которая включена в Википедию и во всем мире. Это известно. Залия, извините, у нас остается не так много времени. Вот я бы хотел задать вопрос такой вытекающий, да, из нашего разговора. А экономика, вот по вашему мнению, не пострадает? Там рабочие места, возможно, пропадут. Не будет такого? Вот как вы считаете? Я думаю, ну, по крайней мере, с точки зрения вот себя, как представителя местного населения, мы-то, конечно, ничего не потеряем от того, что медная компания здесь... То есть местное население не работает в этой компании, я так понимаю, нет, да? Конечно, нет. Хорошо. Да, спасибо большое. С нами на связи была активистка протеста в Абзелиловском районе Залия Боброва. Огромное спасибо за мнение. Сейчас мы выслушаем мнение представителя русской медной компании, вице-президента по экологической и промышленной безопасности этой компании Натальи Гончар. Ну вот, знаете, дело в том, что конечно, здесь, на мой взгляд, очень двоякая ситуация. Пока мы связываемся, я попытаюсь рассказать. Да, протесты против разработки Шихана Куштау, это все, конечно, хорошо, да, но к чему это может в итоге привести? К оттоку инвестиций из республики или нет? Это нужно приступать к обсуждению этих конфликтов, этих проблем с холодными головами. Это очень важно, как мне кажется. Но, конечно же, борьба людей за экологическое благополучие, это тоже очень важно. И я рад на самом деле, что в нашей республике возникло некое гражданское общество. Это очень показательно. Это очень важно, что люди, обычные жители, понимают, что именно они имеют в том числе влияние на политику государственную, не только государственную, но еще и влияют на крупный бизнес. С нами на связи вице-президент по экологической и промышленной безопасности русской медной компании Наталья Гончар. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Да, мы только что поговорили с одной из активисток, местных жительниц Абзелиловского района, которая выступает против разработки словацкого месторождения. Вот скажите, мнение компании каково? Вот давайте с такого самого общего вопроса начнем. Ну вот на сегодня у компании получена лицензия на разработку данного месторождения, и мы на сегодня проводим геолого-разведочные работы. И, конечно, дальнейшая судьба по выбору оптимальных параметров разработки данного месторождения будет определяться по итогам геолого-разведочных работ. То есть, что позволяют сделать именно вот эти геолого-разведочные работы? Определить, как залегает рудное тело, какое содержание полезного компонента, какой способ отработки. Вот мы в компании применяем самые современные, наилучшие доступные технологии для того, чтобы обезопасить и сделать минимизацию воздействия на окружающую среду. Поэтому, конечно, компания предполагает дальнейшее продолжение работ, но самое главное, мы открыты для диалога с населением. Самое главное, мы готовы рассказать о наших технологиях, которые мы применяем сейчас, потому что у компании большой опыт проведения горнодобывающей деятельности, металлургической деятельности. И, конечно, мы будем в дальнейшем общаться с населением, рассказывать, показывать, какие мы технологии применяем, как мы обеспечиваем экологическую безопасность, как мы контролируем. Причем контролируем не только мы, а аккредитованные лаборатории, независимые аккредитованные лаборатории, которые осуществляют мониторинг за атмосферным воздухом, водными ресурсами, почвами, то есть за полным комплексом природоохранной
объектов. Наталья, знаете, дело в том, что лицензия — это, конечно, хорошо. С юридической точки зрения, возможно, все там и в порядке. Но вот с точки зрения нравственности, как вы думаете, вообще разработка природного, так скажем, памятника, да, это нормально или нет? А вот здесь нужно сразу правильно расставить акценты. У нас лицензия выдана на территорию, где нет особо охраняемых природных территорий, ни федерального, ни регионального, ни местного значения. И это же сразу указано и в лицензии о том, что на территории лицензионного контура отсутствуют особо охраняемые территории, отсутствуют объекты. Я вот слышала уже в выступлениях о том, что у нас говорят, что там есть захоронения, скотомогильники и так далее, да. То есть я просто хочу официально сказать, что у нас есть официальное письмо от государственного бюджетного учреждения Абзелиловской районной ветеринарной станции, которое говорит о том, что на территории Салаватского участка и в радиусе 10 километрах от него скотомогильников, ветеринических ям, сибироязвенных захоронений на участке не имеется. Вот, поэтому говорить о том, что там на территории лицензионного участка присутствуют какие-то памятники природы, ну, это не совсем корректная информация. Наталья, знаете, дело в том, что Шихан-Куштау тоже не памятник официально природы, пока что, насколько мы понимаем, да, и там тоже башкирская содовая компания заявляла о том, что на Куштау нет ничего особенного, что необходимо охранять. Вот в данном случае не может ли быть такая же ситуация, не может ли вот все повториться? Как вы можете доказать, что действительно эта лицензия и вот эти вот слова — это правда? То есть мы видим ситуацию просто с Шихан-Куштау, и мы делаем некие выводы. Ну, что касается, вот как вы говорите, что это правда, у нас на сегодня есть все официальные подтверждения, да, из Министерства природных ресурсов Российской Федерации, из региональных ведомств и местных, о том, что на территории отсутствуют особо охраняемые природные территории. А вот уже и наличие самой лицензии на отработку этого месторождения, на проведение геологического изучения, разведки, добычи полезных ископаемых, говорит о том, что государство разрешает разработку. И больше скажу о том, что прямо в лицензии у нас написано о том, что горно-технические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом именно на этой территории. А вот уже наша задача русской медной компании, как природопользователя, обеспечить ведение работ с экологической безопасностью. И на сегодня хочу сказать, что есть много достаточно уже за себя хорошо зарекомендовавших технологий по обеспечению экологической безопасности, как на атмосферный воздух, так и на водные ресурсы. Я понимаю, что в Башкирии очень такой серьезный вопрос и обеспокоенность населения по поводу загрязнения водных объектов, возможного загрязнения водных объектов. И поэтому наша задача нашими технологическими решениями предпринять все возможное для исключения негативного влияния. И у нас есть этот опыт. Мы понимаем, как можно разрабатывать открытым способом месторождения, ну, то есть карьером, да, и при этом исключить воздействие на поверхностные воды, на подземные воды. Наталья, вот смотрите, у меня такой вопрос. Скажите, люди категорически против выступают, мы это с вами видим. Как вы планируете этих людей убедить? Если можно, коротко, пожалуйста. Да, конечно, с людьми нужно выстраивать диалог, это безусловно. Поэтому мы будем встречаться, и личные встречи, и рассказывать, и показывать на примере работы наших предприятий, показывать о том, какие преференции получит регион, получит местное население, когда будет ГОК работать, сколько будет рабочих мест, сколько будет, как улучшатся условия проживания населения. Ну и самое главное, уже сейчас у нас работает телефон для справок. Те люди, которые уже заинтересованы и обеспокоены, могут задать вопрос. Я могу продиктовать, если позволите, в прямом эфире этот телефон, для того, чтобы люди звонили и спрашивали. Ну и, конечно, самое главное, это личные встречи. Понимаем, что лучше всего рассказывать и общаться, и выстраивать диалог. Это при личных встречах, когда наши сотрудники будут приезжать и отвечать в открытом
в открытых встречах с людьми на их интересующие вопросы. А скажите, сколько вот в итоге рабочих мест? Вы можете сейчас уже назвать какие-то конкретные цифры, рабочие места, там сколько налогов будет перечисляться и уходить в казну республики? Какие еще преференции, да, о которых вы говорите? Вот что-то конкретное можете уже назвать? Ну вот смотрите, конкретные цифры, чтобы потом не было искажений, я не буду сейчас называть. Почему? Потому что уже подбор технологий, фабрики, объектов переработки, которые определяют на инвестиции, на налоги, будет определен после завершения геологоразведки, потому что зависит от среднего содержания, от бортового содержания полезного компонента. Но уже сейчас могу сказать, что, допустим, по рабочим местам это ориентировочно 1200-1400 рабочих мест. И как мы знаем, уже знаем из нашего опыта, что каждое рабочее место уже непосредственно в нашем предприятии, с учетом вспомогательных производств, с учетом обслуживающих производств, дает еще 2-3 рабочих места в регионе. То есть, понимаете, и самое главное, знаете, вот хочется сказать, мы не скажем, а покажем. Вот если вы посмотрите на наш сайт, сколько у нас мер по социальной поддержке регионов в присутствии наших предприятий мы осуществляем. Это строительство детских садов, школ искусств, например. У нас есть, вот если мы говорим про Михеевский в Кварнинском районе, детский сад «Умка», который уже с детского сада показывает, что такое производство, где работают родители. Со школьниками достаточно интересные программы у нас проводятся и поддержки. И очень много и интересных программ по поддержке и развитию молодежи, обучению специалистов. Поэтому мы с удовольствием работаем с регионами, прямо с удовольствием и с администрацией. Наталья, знаете, вот я вас прерву, да, у нас осталось буквально очень мало времени. Вот дело в том, что я просто послушал аргументы защитников, почитал материалы. Они не хотят вот этих преференций, понимаете? Они ведь хотят оставить вот этот хребет, да, в том числе это месторождение, природу в целостности и сохранности. Вот чего они хотят. Заменят ли рабочие места, заменят ли они вот эту природу им? Мы это слышим, и я больше скажу, что когда разрабатывается месторождение, безусловно, в той части, где будут объекты предприятия, лес рубится. Но при этом компания занимается лесовосстановлением. Да, Наталья, извините, я вас вынужден прервать. У нас, к сожалению, не осталось времени. Была на связи вице-президент русской медной компании Наталья Гончар. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это была программа «Уфимский разворот». Всем спасибо большое. До свидания и хорошего дня.